коллеги, дорогие друзья, у нас Академия наук Чеченской Республики скоро предстоит защита Астамировой Маржаны Абдулмаджидовны, скально-осыпная флора Верхоальпийского пояса Центрально-Восточного Кавказа и ее анализ. Это очень труднодоступный район. Для того, чтобы написать вот эту работу, она трудилась, занималась высокогорной этой флорой. Несколько раз ездила экспедиция в Грузию, в Азербайджан, по всему Дагестану, по всей Чечне ходила, по высокогорным ландшафтам. И наконец-то закончила эту работу в ближайший месяц, вот, в начале следующего месяца будет защита. Она очень много собрала материала, по этому собранному материалу и написана вот эта работа. Впервые ею написан конспект флоры Центрально-Восточного Кавказа. Собран фотографии, фотографические материалы, гербарные материалы. Много раз ездила, несколько раз ездила в Москву, Ленинград, по всему Кавказу для сравнения собранного материала и обработки этого собранного материала. Вот, теперь вот эта часть защиты наступила, и думаю, скоро это состоится. Что мне хочется отметить? До нее, конечно, занимались параллельными исследованиями, был такой Владимир Михайлович Прима, был Анатолий Иванович Галушко. Вот, есть еще Шагапсоев, Сафарби Хасанбиев из Кабардино-Балкарии. Но то, что она сделала, это впервые, это новизна. Вот, и построила огромное количество карт, карта-схем имеется в виду. Ею написала таксономический анализ, географический анализ, анализ жизненных форм. И хозяйственная часть в это входит. Среди петрофильной флоры высокогорных ландшафтов еще лет 70-80 назад говорили о том, что эти виды, которые сегодня встречаются в данном районе, что они якобы с низких поясов поднялись на вот эту вот субнивальную высоту, субнивальную полосу. На самом деле это было не так, потому что когда был ледниковый период, под этими ледниками ничего не было. Когда начали отходить ледники, какие-то виды пришли через Малую Азию, как я сказал, пришли сюда, и какие-то были местные. И вот она все это описывает в своей диссертации, и думаю, что диссертация успешно пройдет, потому что серьезные организации дали отзывы. У нее серьезные оппоненты с Москвы, с Географического института, потом с Ленинградского университета, с Краснодарского университета, солидные ученые, доктора наук, которые написали ей оппонентские и отзывы, и простые отзывы, которые обычные отзывы. Сегодня прислал отзыв Залиханов, это известный академик, просто так никогда никому не пишет, это он отзыв, ей он написал отзыв, Чибелев написал, академик Чибелев написал отзыв академик Тишков Аркадий Александрович. Поэтому ее работа поддержали многие видные, известные ученые Российской Федерации. И я хочу пожелать ей успешной защиты. Я думаю, что она защитится, и Академия наук это будет большой плюс, это большое подспорье, потому что она завтра после защиты может работать с аспирантами, с студентами и так далее.